куница или что там. Не похоже на боровую дичь. Как будто отвечает. Тулан что-то. Так, не понял. Да, это не птица, не боровая. Кого там лаешь? А, вон кто-то, наверное, сидит там. Да, вон, увидел. Куница, ребят. Куница, ага. На сосне. Чуть-чуть рановато, ребят. Вон он, ребят. Сейчас покажу котяру эту. Вон он. Вот куница в собственном соку. Но на его я и видел как-то мельком. Но быстро так шустро не побежали, видно. Вон. Видели? Куница. Сегодня 4 число. Рано. Рано еще. Молодец, конечно, Айда. Сейчас надо молодого как-то приучить тоже. Сейчас я ударю топором в дерево. Ага. Подожди, еще фотографию как-то надо сделать. Вон он. Котяра. Ну да. Сейчас ударю, и он прыгнет. Ох, как прыгнет сейчас. Вон. Да. Молодец, Айда, молодец. Молодец. Вон, смотрите, ребят, сейчас как прыгнет он. О. Вон. Сейчас. К поврату готов. Ничего он не хочет. Тулану похорону. У него токсикоз. Не до охоты ему. Не хочет, ребят. Но молодая куница. Он готовится. Вот сейчас прыгнет. Хрипит. Молодец, Айда. Молодец. Тулану похорону. Не хочет прыгать, ребят. Вон он. Вон как хрипит. О, хрипит. Ладно, с другой стороны как-то сейчас поснимаю. Так. Наверное, буду оставлять его. Чуть-чуть рано, чтобы добыть. Но для Айды практика, в принципе, тоже. Она уже не первый раз куницу лает. А Тулан что-то ему еще рано или что-то с ним не то. В общем, не хочет лаять, не работает, ничего сегодня он. Выходной. Ну, куница молодая еще. И 4 октября рано. Хотя бы
До 15 надо подождать. 15 уже можно попробовать там добыть. Вон он, котяра. Вот так. Первый зверек сегодня. Надеюсь, посмотрели. Ладно, оставляем, ребят. Мы пойдем обратно. Фу, аж как-то вот, не прыгнул, как-то сфотографировать не на хорошем месте. Он сидит сейчас еще пару раз ударю, может решится, он прыгнет. И хочется фотографию нормально сделать. Фотография. Ну, Айда работает, молодец. Айда медведя боится, она куницу лает. Все, блин, как будто заклинило его. Нет, не будет прыгать он. Все, ребят, оставляем, хватит. Пусть живет. Еще встретимся. А сегодня оставляем его. После куницы, ребята, здесь рябчик, ну, отсюда взлетел. Он туда сел на дерево, и собаки напугали, он туда улетел. Начался дождь. Я встал на свой путик, зачес и по зачесам иду уже, возвращаюсь в избушку. И уже начинает темнеть. Это облачно сейчас и быстро темнеет. Не так далеко уже осталось нам идти. Кроме одного рябчика больше ничего. Ну, тут ходил, видимо, тут по земле. Вон Айда нюхтит. Нюхтит. Честное слово, тулану вот как-то мелкая дичь вообще не интересна. Неинтересно. Вот сейчас рябчик взлетает там, или же куница там сидела. Без разницы ему. Неинтересно. Может, ну, кобыли, конечно, чуть позже начинают работать. Может, из-за этого тоже надо подождать хотя бы на второй год, как себя покажет. А в этом году, я думаю, на боровой дичь он не будет работать. Хоть и глухарей будем встречать. Дождик идет, потихоньку идет. Камера тоже. Дождь попадает. В общем, включимся уже на избе. Два слова. Вот смотрите, как пошел дождь. Дошли до речки. Вон наша лодка. Нам остается только переплыть речку, и уже недалеко изба. Там пару сотен метров осталось. Все, погода портится, ребят. Вообще фигово. Вообще фигово дело. Но ничего, осень есть осень. Будем в дождь ходить. Будем в дождь ходить. Ничего не поделаешь. Поливает, ребят. Поливает. Угу, доедают вчерашнюю еду. Ух, наконец-то. Как суслик, блин, пришел. Все капает, смотрите. Ай-яй-яй. Вот это погодка, ребят. Вообще жуть. Ну хоть дошли. Надо раздеться. До трусов промок весь. Сейчас собак тоже в избушку загоню. Пусть погреются. Ла, пошли домой. Давай. Давай, заходите. Ну, тут тепло. Тепло, уютно. Все спотело сразу моментально у меня. Очки. О, нельзя. Фу. Давай под нары и сушиться. Мака, уйди. Давай под нары иди. Иди. А это не упускает, наверное. Все. Там пока посидите. На стол не лезь. Тула, покачай. А это вон там, под норами.
Пусть немножко в избушке посидят. Потом выгоню. Айда тоже вышла. Вон промокли все. Сейчас тоже все надо развешать. Повесим. Самое главное, ребята, что в избушку дошли. День прошел, охота прошла сегодняшняя. Какая была? Ну, пока безрезультатно, но ничего страшного. 2 часа 30 минут время. Вот, считай, на ногах мы где-то по тайге бродили 7 часов. 1,5 часа на избушку. Ну, где-то час, наверное, в избушке. Вот я, когда приходили в избушку, где-то час, наверное, прошло. Сейчас молока дам ему с хлебом, пусть покушает. Что-то вяло себя ведет сегодня. Узкоглазый. Тула, узкоглазый. Да. Тощий какой-то ты. Да? Тощий. Тощий. Это жирный, а ты тощий. Все, надо аккумулятор снять, потому что весь сырой. Чтобы не замкнуло, главное, нигде. В общем, сейчас затопим печку. И будем греться, отдыхать. Варить что-нибудь, придумаем на ужин. И больше, наверное, уже сегодня никуда не пойду, ребят, смотрите. Капает как. Просто так ветер не дул сегодня. 8 градусов тепла. Хотя бы 4 дня без дождя было, вообще кайф было бы. Много еще у меня работы, а дожди пошли. Фигово, скажи. План. Фигово. Ну вот, ребята, очередной вечер, коротаю я. В избушке жарко. Затопил печку, потом еще дополнительно добавил 2 дровишки, чтобы закипел чайник, сварил суп. Очень вкусный суп получился, наваристый. Сейчас я покажу вам, какой ужин у меня сегодня. Вчера каша была, сегодня вон такой суп из своих консервов. И пачковый суп, мой любимый тоже. Очень вкусно получилось. Поужинаю, супчик поем. На печке еще, надеюсь, слышно там, вон как варится еще еда для собак. Их покормил, они уже, наверное, отдыхают на улице. Надо еще вторую будку сделать, потому что я сейчас Айду посадил в будку. Будку посадил на цепь. Здесь дома в избушке свое дело делаю. Вышел посмотреть на улицу, а оказывается в будке сидит, лежал тулан. Айда на улице, а в будке тулан лежит. Короче, идет дождь. Да, и думаю, все равно, значит, как сказать, или Айда уступила, или в наглую тулан зашел в будку. Короче, я отпустил Айду, пусть, думаю, лучше, кто успеет, пусть как сказать, залезет в будку, пусть ночует в будке, а вторая собака здесь в коридоре пусть ночует. А тулан, я не знаю, почему он под дождем иногда бывает лежит, но в коридор не ляжет, не знаю. А если сейчас в будку полезет, Айда в коридоре будет лежать. Надо вторую будку сделать, и уже обеих надо на цепь посадить, скажем, вечером, и пускай в будке они нормально отдыхают. Так, что еще? День прошел, дождь идет, и сейчас позвонил домой.
дома также сказали, что завтра и послезавтра, в общем, дня 3-4 будут дожди. Кошмарная погода начинается. Везде в лес сухой, нигде лужи не найти. И значит, сейчас начнутся дожди. Пока все эти ямы не наполнятся водой, все равно заморозки не будет. Это проверено временем. Вот такие дела. По радио там Первый канал ловит только радио, и там политика. Не люблю я слушать политику. И сейчас уже просмотрел свои сегодняшние съемку. Ну, что получилось, ребята. Что видел, то и заснял. Особо такого серьезных моментов, ничего такого не было. Чтоб снимать, показать. Ну, что есть вообще. Наберитесь терпения и смотрите, что и как показываю. Вот. И все вроде. 4 октября сегодня. День прошел. Жаловаться не будем. Все нормально. Все нормально. Работали, ходили, бродили. А сейчас будем отдыхать. Поужинаю и буду отдыхать. В общем, завтра будет продолжение. Встретимся уже. Завтра будет 5 октября. А сегодня я все. Выключаюсь. Отбой. Утро 5 октября. Проснулись. Как всегда уже. Чай закипел. Уже чай в термосе у меня. Тут я уже собрал рюкзак. Еду на целый день взял. Термос с чаем. И все нужные вещи в рюкзаке, что мне пригодится сегодня. Собаки гуляют, вроде как Турлан оклемался сегодня. Но вчера, может, немножко подустал за целый день тоже. На ходу не с привычки там. Сегодня бегает вовсю. Сейчас уже накормил их. Немножко так слегка. Ночью было ясно, звездное небо. Луна была. +1 градус, а сейчас уже +4, наверное, +4, и как сказать, и опять уже тучи уже сплошные. Домой вчера позвонил вечером, сказали, что будут дожди, не знаю, посмотрим. Сейчас позавтракаю, уже 5:30, 5:30 утра, на улице уже светло, нам надо сперва плыть на лодке, а потом уже пешком ходить. Так что не будем терять время. Не знаю, буду нет снимать, но видеокамеру, наверное, возьму в пакет хотя бы. Потому что дождливую погоду снимать тоже нехорошо. Если ничего не будет интересно, я вообще из пакета вынимать даже и не буду. Может быть. Ну, говорю одно, а делаю все равно другое. Снимаю как могу. Все, в общем, идем на старые вырубки сегодня пойдем. Сосновый лес, тайга очень хорошая там должна быть. Вообще надежда есть, что кого-нибудь встретим, увидим. Все, не буду терять время. Я, собираюсь. Тулан вовсю насторожился, что-то чувствует. Не знаю, кто, какой зверь. Хоть немножко успокоились, а там вообще жестко они смотрели на берег. Не знаю, медведи или лоси бродят. Мы на полпути, нам еще
чувствуется немножко. Так, половину пути мы проехали, проплыли. Но вот бывает так, специфический запах попадает, там чувствуется, что где-то лоси отмечают, где-то еще какой зверь. Прям вонь такая идет. В прошлом году тоже медведь кругом там отмечал, там запах стоял в тайге. И ощущение такое, вот какой-то вот запах тоже идет. Но не могу понять, от кого. Старица тут. Высохла, обычно все открыто, когда я на охоте. Сетку иногда закидываю даже сюда. Мелко ходить на лодке. Далеко идти, из-за этого сегодня на лодке поплыл. А так, больше, наверное, просто так на лодке ходить не буду, потому что мелкая вода. Моторку жалко. Переходов как-то и не наблюдаю, или, как сказать, по старым, ну, через, не по песку ходят, как летом вот ходили тут, а вот, скажем, вот здесь, если вот спустятся, ты уже не видишь, не увидишь. Вон там тоже спуск летний был. Вообще выключаю, вон такие заторы у нас. На этом месте мы оставляем лодку. По километражу также не знаю, сколько километров мы проплыли, но немало. Намного быстрее нам получится дойти до цели, потому что еще в холостую, тут речка вообще, там островки такие, яма здесь и там большое течение. В холостую нам придется еще идти где-то километра 3 по болоту. Вот поэтому, чтобы времени не терять, потому что у нас работы много, там тоже ходьбы всякой. И решил на моторке. Так, приплыть сюда. Надо еще где подняться. Только непонятно где. Остановился. Не на хорошем месте, наверное, я. Так, буду разбираться, где бы подняться мне тут. Как я ожидал, тут намного меньше воды прошлого года. Трудно, конечно, идти, но терпимо. Сыро. И по такой дороге еще нам, по этой просеке, минимум 2 километра напрямик. А если без лодки до сюда еще возле реки тащиться, там много валежников, тяжелый путь. Но также сам выбираю трудные пути, куда народ не ходит. Больше надежды что-то увидеть, подцелить. Он бегает мне. Вон айда куда поднялась. Она куница любит по таким валежникам бегать. И чувствует вот следующий этаже. Вон, дюхтят. Это стопудово здесь куница. 100%. Самая любимая для Айды
трофей. Любит куницу там облаивать, искать. А тулан уже совсем другой. Но завтра, если такого сильного дождя не будет, да, и хоть дождь будет, я схожу по другому берегу, вот, где сегодня жестко нюхтили что-то там. Там пройдемся. Посмотрим, что за зверь там был. Просто так они на задние лапы, на задних лапах не стояли в лодке. Прям чувствовали кого-то, слышали, но не лаяли. А вот когда поднимались на охоту, они, как сказать, видели, наверное, тоже лося. Из-за этого облаивать начали жестко. Ладно, ребят, надо идти. Что-то я нагрузился очень много. В рюкзаке вещей тоже. Дополнительно плащ взял, потому что дожди обещали. Посмотрим. Сейчас вроде как то солнце выглядывает, то пасмурно становится. Хреново, непонятная погода. Самый трудный путь на моих путиках это здесь. Далеко и сыро.